и студентов «Человеческий ресурс как фактор развития Арктики и северных территорий», которая проводится в рамках выигранного конкурса Российского фонда фундаментальных исследований 2018 года по организации российских и международных молодежных научных мероприятий. У нас в гостях участник этой конференции, студент из Японии университета Саппоро Сатоши Кондо. Здравствуйте. Здравствуйте. Сатоши, здравствуйте. Вот вы являетесь участником этой конференции. Чем она вам интересна? Мне интересует, что эта конференция именно Арктики и Сибири. Это наш народ тоже, это можно сказать, это северные народы, потому что очень это важно. И еще это большая возможность, чтобы обсудить о чем тема. Поэтому да, это я буду. О чем вы будете рассказывать на конференции? Я планирую, чтобы рассказать о своем народе. Это именно айны. Это национальное меньшинство. Но сейчас много частей, например, язык и культура исчезают, потому что я собираю, чтобы восстанавливать то, что уже исчезает культура. Но поэтому я хочу пересказать про айнах, и я хочу еще сказать о методе, как восстанавливать культуру. Ну, если говорить о науке, да, вот каковы ваши вообще научные интересы, в какой отрасли, в какой сфере они развиваются? Чем занимаетесь с научной точки зрения? Ну, в науке какие интересы у вас? Например, я хочу, я сейчас учиться русский язык, еще языкознание, потому что моя специальность, можно сказать, это языкознание. Поэтому, вот это. А почему вы решили приехать именно в нашу республику? Потому что я учусь на хумусе, так это инструменты, да. Но я слышал, что на Якутске это очень известное место, хумусы, потому что я хочу учиться от того, что я приехал сюда. А как вы узнали о хумусе впервые? Я встречаю великие хумусисты, Спидон Сигин, Иван Хумусы, потому что они сыграют на мероприятии. Я там сидел, я слушаю великие инструменты, это хумусы. А вот у вас на родине, в Японии, многие ли исполнители играют на хомусе? Нет, это очень мало. Сейчас, молодые люди вообще не знают, что это, как называется, вот это инструмент. Ну вот у вас в планах есть, приедете на родину, будете своим друзьям рассказывать, может быть, учить будете на хомус, может быть, хотите в качестве подарка купить хомус кого-нибудь привезти? Да, поэтому я буду купить это на хомус, это для подарок друзей, профессор, это очень как красивый, еще это как интересный инструмент, я так думаю. Этот инструмент схож с вашим национальным? Да. А чем они похожи? Это бит это очень, совсем другой, но звук это очень похож на якутский, да. Сатоши, вот каковы ваши вообще впечатления о Якутии? Чем вам понравилась Якутия? Чем удивила? Холодно ли у нас? Да, конечно, сейчас вообще холодно, но наш город, максимум это минус 20, минус 40, 30, вообще не знаю, как холодно. Но вид на город очень похож на наш город, поэтому я чувствую, когда приехал, как ностальгии. Но еще я удивился, что я пошел на фестиваль Усех, но там много человек собирается, и там сохраняется, что традиционной культуры якутского, она очень хорошо живет. А вот, кстати говоря, если о культуре, да, культура Якутии и культура Японии, они чем-то похожи? Несколько частей, конечно, это похоже, но это, я думаю, это совсем другое. Например, у нас нет, сейчас уже нет, чтобы, например, культура, как сказать, сейчас нет, так это у всех, это большой праздник. У нас сейчас нет таких, уже исчезает, как современный стиль.
А вот вы сказали, что изучаете культуру айнов, а она похожа на якутскую? Да, например, но это другой стиль, но если вышивание айнского, это очень похоже на якутский. Еще если танцы осокай, это якутского, да, но у нас тоже есть, но похоже на танцевать, называют это иомантеримсы или пролимсы. Это то, что один человек запоет это песню и все повторяет это. Подхватываю. Да. Ну вот сегодня вы пришли к нам в национальном костюме. Вот расскажите о нем. Вот, что означают вот эти вот украшения, орнаменты? Это идеальный одежда, называют тетарапе. Это сахалинский айнский одежда. Но я делаю самостоятельно, я учился из бабушки, которая знает это традиционный стиль. Но то, что именно, это значит сохранять себя из, что-нибудь злой вещи, что-нибудь. Еще это обычно это материал из трава или дерева, но сейчас нет таких материалов, поэтому я другой материал употребляю. Давайте снова поговорим о хомусе. А вот когда вы научились играть, как долго? Такие из бамбуками, это я уже учился 2 года, но такие хомус это национальный, я почти 8 месяцев учился. А можно вас попросить сыграть и на этом инструменте, и на этом? Хорошо. Изначально я попробую, айнского инструмента. Да, очень похоже, действительно. Да. И на хомусе. На хомусе, да. Ну, для неопытного человека, который не особо отличает звуки, я думаю, что если он нас сейчас не смотрит, просто слышит, он подумал, что это хомус звучал. Ну да. Да. Спасибо. Тоша, знаете, что я вам скажу? За такое короткое время научиться так хорошо играть и говорить по-русски, это нужно Мы вами обладать, восхищаемся, да. прочим, хорошими данными. Да, вот Мы рады, что вы интересуетесь нашей культурой. А что бы вы хотели пожелать участникам конференции? Эта конференция это очень большой возможность для молодых ученых. Еще в России проводят это много мероприятий, конференций, такие данные конференции тоже, да. Но для молодых человек это очень хорошо же, чтобы это первый шаг в большую научную деятельность. Да. Сатоши, спасибо большое за Спасибо. беседу, что пришли к нам в студию. Мы вам желаем успехов. Спасибо большое.